Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей информационной программы «Неделя». Меня зовут Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем сегодня. Пожарному поезду на станции Гудурмес присвоено имя Ахмата Хаджи Кадырова. Церемонию посетил вместе с главой региона руководитель МЧС страны Александр Куренков. Стремительными шагами к лучшему будущему Рамзан Хаджи Кадыров провел инспекцию по строящемуся району имени Владимира Путина. Начало положено. В мечети имени пророка Исы мир ему стартовали лекции шейха Исаама ат-Туниси. Чеченскую республику с рабочим визитом посетил министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Первым делом он посетил Главное управление МЧС по Чеченской республике, где возложил цветы к мемориалу памяти Ахмата Хаджи Кадырова. После в сопровождении главы региона принял участие в церемонии присвоения имени первого президента Чеченской республики пожарному поезду ведомственной охраны железнодорожного транспорта на станции Гудурмес. Подробности далее в сюжете. Рабочую поездку министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков начал с посещения Главного управления МЧС России по региону. Здесь он возложил цветы к мемориалу памяти Ахмата Хаджи Кадырова и сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебных обязанностей. Также министр вручил отличившимся сотрудникам ведомственные награды. Награждается генерал-майор внутренней службы Цакаев Алихан Гарманович, начальник Главного управления МЧС России по Чеченской республике. Далее министр в сопровождении главы республики посетил торжественную церемонию присвоения имени первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова пожарному поезду ведомственной охраны железнодорожного транспорта на станции Гудурмес. С приветственным словом выступил Рамзан Хаджи Кадыров. Имя нашего первого президента, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, навсегда стало символом возрождения чеченского народа. Я признателен и рад, что руководство ведомственной охраны на транспорте и руководство МЧС России приняли решение о присвоении имени Ахмата Хаджи пожарному поезду. Я хочу пожелать, чтобы у личного состава никогда не было тревожных вызовов, но если это произойдет, будьте смелыми и решительными. Только такие идут по пути Ахмата Хаджи. В своем выступлении Александр Куренков отметил вклад Ахмата Хаджи Кадырова в становление мира и стабильности в Чеченской республике. Дорогие друзья, сегодня знаменательный день не только для Терского отряда ведомственной охраны железнодорожного транспорта Российской Федерации, но и для всей Чеченской республики. В преддверии Дня пожарной охраны мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти и уважения выдающемуся человеку, первому президенту Чеченской республики, герою Российской Федерации Ахмату Хаджи Кадырову. Это великий сын своего народа, чье имя неразрывно связано с восстановлением мира и стабильности на чеченской земле. После прошла церемония открытия памятной доски в честь Ахмата Хаджи Кадырова. Также гостям показали пожарно-тактическое учение по спасению людей из пассажирского вагона. Право открытия памятной доски в честь присвоения пожарному поезду станции Гудурмес имени первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова предоставляется главе Чеченской республики, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову, министру МЧС Российской Федерации Александру Вячеславовичу Куренкову. Затем делегация посетила предприятие «Чечен-Авто» в Аргуне. Здесь гостям продемонстрировали процесс сборки автомобилей, в том числе пожарной спецтехники. 3 единицы такой техники повышенной проходимости, произведенной на предприятии, переданы для опытной эксплуатации спасательным подразделением Главного управления МЧС России по республике. Бочки у этих машин, они пластмассовые или железные? Да, пластмассовые. Пластмассовые? Стеклопластик. Рамзан Павлович, а здесь еще знаете какой момент? Вот все, что касается сейчас в рамках специальной военной операции, беспилотник прилетает, ставит рэп наверху, он отводит в сторону, взрывается рядом, пробивает бочку. Если железная бочка, я, извините, не заветил, если железная бочка
сложно ремонтировать, и надо там, такие вот деревянные чопики забивать. А эти пластиковые, они буквально смолой замазываются, очень ремонтно пригодны. И в этом плане это тоже перспективная работа. Уже в Грозном министр ознакомился с главной строительной площадкой республики, районом имени Владимира Путина. Куренкову продемонстрировали возможности системы оповещения, обсудили и перспективы строительства новых пожарных депо. Пожалуйста. Передача сигналов оповещения, как мы слышим, осуществляется при помощи электросиренного оборудования, а также иных акустических установок, услышав которые, человек должен включить телевизор или радио, по каналам которого до него будет доведена более подробная информация о той или иной ситуации, а соответственно еще даны рекомендации о порядке его действий. Здесь показан стенд, как выглядит в квартире, в подъезде. То есть каждый домофон сейчас, он также может быть, вот домофон, как в подъезде, чтобы открывать, и в каждой квартире есть, соответственно, домофон, чтобы послушать, кто пришел. И здесь уже вставлен динамик, и тоже слышно, если какой-то проходит сигнал. Дома в новом районе Грозного строятся в соответствии со всеми современными стандартами, в том числе и в плане пожарной безопасности. Гости в этом убедились лично. К концу насыщенной программы пребывания в республике Куренков принял участие в церемонии передачи региональному МЧС 10 автомобилей от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Эти машины мы передаем как подарок МЧС. Спасибо большое. Арзан Хачевич, спасибо от всей души. Нам лишний раз, Алихан Гарманович, принимайте хозяйство. Спасибо большое. Без помощи Рамзана Ахматовича Спасибо огромное. работа так не пошла бы никогда. Всем помогает в основном ремонт этих больших машин, практически обслуживание все наши пожарные части. Александр Вячеславович, как вы оцениваете деятельность Главного управления МЧС по Чеченской Республике? Вы знаете, достойно оцениваю. И с точки зрения той работы, которая проводится, она достаточно перспективная. Мы сегодня ознакомились с новым районом имени Владимира Владимировича Путина. С огромным удовольствием и радостью на это все посмотрели. Но самый главный вопрос – это безопасность граждан непосредственно и в этом районе. И поэтому мы по этому направлению будем вести очень правильную и плановую работу. В завершении визита Александра Куренкова Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками проводил его в аэропорт. Глава республики поблагодарил министра за постоянное внимание региону и проводимую работу. Хава Айдамирова, Сайдами Ибрагимов, Ибрагим Батаев при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Неделя. Строительные работы в новом районе имени Владимира Путина продолжаются стремительными темпами. С инспекцией площадку посетили глава региона и мэр столицы. По словам городоначальника, отставания от графика нет. В ближайшее время начнется укладка асфальта и благоустройство территории. Здесь также возводятся новые школа и детский сад. Недвижимость в новом районе пользуется большим спросом. На данный момент продано 65% от общего объема возводимого жилья. Одновременно добьёшь бабу, бригадь, что еще было, я мамсаш уже яште юхше, цер, повер утеплитель, шац право доче, юша лето шиште, и бог добьёшь мондак, лифча, хакача, цаешь первую часть, хакача, сон сборки шмониш, лифча самый современный, ликнаш, як еще так, чуаха, шельсечеш, развод шеш, игрок, добьёшь мудахе. Да, ще і чолку полшишат, мам сажуш, дати то шуша. Хош право чоловік подземный переход. Его пасу и уж ще ступеньк шу обычно чан даспал. Зима окна окшал дикиоцег берецы коляски цозучен цан лифт шо диасия чуш лучше. Помимо возведения нового района в Грозном идут и другие работы. В текущем году планируется обновить участки водопроводных и тепловых сетей, а также заасфальтировать более 40 километров дорог. В Российском исламском университете имени Конта Хаджи прошла последняя лекция известного шейха из Йемена Абу Ас-Сууд Аль-Джидхи. На протяжении месяца он проводил уроки для богословов из Чеченской Республики. Во встрече приняли участие советник главы региона, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов и ректор вуза Абдурахим Мутушев. Далее в сюжете Хавы Ахмадовой.
Шейх Абу Ас-Сууд Аль-Джадхи – ведущий исламский ученый в области вероубеждения. На протяжении месяца он выступал с объемными лекциями по исламскому праву. Богослов делился с молодежью ценными наставлениями, которые нашли глубокий отклик в сердцах слушателей. ومصري وضع حسيري وضع إرداني وضع أطل برغة دور علمي شريري يرجع شوي نرعى إيخا ويتلو صردو شيتس عن آخر وريسيا دال وين دكدنا ودكا وخم بيس. Советник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов отметил высокий уровень знаний шейха. Bismillahirrahmanirrahim. Дайла етемца, илсен тахаджиз архиоч, ومахкар университет яха, тахана научные альман курс, чекели, أقوم بيركتوين خلوش والشيخ يمن شحريرة شيخ محمد سعود الجدحي بيركتي علما ورد يمن موريتانيا وقربقش علم ناخيرة علم حياة أولوشة اشتوي باتش بيركتنا دار عالش والإزاه توديش خلدوش دول جوينسا ومحك قيقين حوالين قا حجراحة تنبتح إغبتن جوح سوتشوش دينا بيسنا علم حيوش قهيجي وباب خيدز أرخيوتشو أخا حافظ إشكولاحة ترمينولوجيا حديثة أولش علم دو بوخبوتو حديث موق أسلو ديز إن خبر موق أسلو ديز علمنا دوخ بعشرش قاقا دخل دوشتول علم дو إذا. Ректор университета Абдурахим Мутушев поблагодарил Адама Шахидова и гостя за лекции и подчеркнул, что такие встречи приносят большую пользу. يقدح وش داخين باش بولجناخ جاي نازنخين بولجناخ يداخ وتش حيت يتأجق يغرب وتيبن إجازت يغرب وقتك خيش تيبن معنى كلش دويزم بقر بركة ألاء وين دو عندق أدم حجينا خزن عنا شيخ ولا بيش نقطة يشود عنا كل حلقة هرا قيد إحا إن شاء الله قيهر بوا يشتبت بدنيا جبويش خنبولناه بالا برسة علم درس Также благодарность выразил будущий богослов и знаток религии Абубакар Сидик Чучаев. Он отметил особую ценность таких мероприятий для профессиональной подготовки и духовного развития. شيخ وإنير يمين مخكر تأحل درتون هيت ساوتاتخو تون دروش وروكش ليوش درتخو بقدك عش أوخ بيدا خير أو بركة يتجاوي إشت هما شرشوحة نجح بنسوش تاعت الله ده هو ديك نخ مندوخي ويزن ده هو ديك نخ خمبة بيشتوي الله ده وين ده ديك نخ خمبة بيشتوي هنت أرجع وخمسة بحر أرجع الله ده ده جردو يعرف. Лекции шейха посещали не только чеченские богословы и муталимы. В поисках духовного обогащения на его уроки приезжали жители других регионов, например, Ингушетии и Дагестана. Хава Ахмадова, Имам Юсупов, Турпал Алханов. Неделя. Муфти Чеченской Республики Салах Ажемижиев провел лекцию для студентов ГГНТУ. Богослов рассказал об основах религии, дозволенности зикра, запретности безосновательного вынесения такфира и о том, как противники ислама навязывают молодежи свою лжеидеологию. Муфти также ответил на вопросы студентов. Он призвал их обращаться к богословам, а не искать знания в сомнительных интернет-источниках. قوية قطع رمضان اشتغل على شغل ذا فاتني وشغل يدين كونسبت إنسانة مصر هنا سيستماتيكي إردوي دعبيوش بيلش ودل عوي هنسقي بول ألسن بيخنا قجيجر بيخنا ونال شيء كجرشنا سا ببيش بول إذا قجوغ يش سبيش تبوش بول ويسيتين يوشول متك وزدل مصرش بعيو لسان عيوز سندير نيس правильное знание распространять, правильную информацию распространять, низ, хум нахан кирдилер, свои тагана
куда студенческая встреча, духка хеттер школ, баш хеттер школ, шанлу орк хатта, вай парату итна, ита ютурион элчи, وصناعنا حوج تخاتش ما تبولوش ملو خاطر شش بس بكويت باش بول خاطر إيش دق ويش دق خل دق ملو درك حقات ديز خاتن شون دال مولا وين هو إيش بار مع جوب تردو تسهو إيش درجة يقدر لردو تسهو إيش دق ديتور دات وزغلوش دال إيش هرسن باش بول شكولم يا فايدة بول. В здании ЧГТРК «Грозный» состоялось награждение отличившихся сотрудников СМИ региона. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня чеченского языка. Награды передал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Указом главы региона отличившихся сотрудников наградили медалями за заслуги перед Чеченской Республикой, знаками за трудовое отличие, почетными грамотами и благодарственными письмами от главы региона. Также некоторым журналистам присвоено звание «Заслуженный журналист Чеченской Республики». В их числе и сотрудник телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова, корреспондент редакции тематических программ Магомед Езидов. Езидов Магомед Шахрудиевич, корреспондент редакции тематических программ телевидения телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. В Чеченской Республике предприниматели призывают активно участвовать в федеральном конкурсе «Сильные идеи», проводимом по поручению президента России. Его цель – поддержка отечественных брендов и их продвижение на международный уровень. С 25 по 28 мая в Минеральных водах пройдет Кавказский инвестиционный форум, в рамках которого состоится конкурс «Вершина». Уже подано более 8 заявок от компаний Чеченской Республики. Особое внимание уделяется конкурсу «Знай наших». Прием заявок открыт до 15 мая. Участвовать могут предприятия в сфере продовольствия, IT и других направлений. Сегодня в Российской Федерации непосредственно администрация президента делается указанный акцент. Непосредственно по поручению президента сегодня проводится конкурс «Сильные идеи». Заключается он в чем? Для того, чтобы сегодняшние предприниматели компаний Российской Федерации могли максимально активно выводить свое наименование, свой бренд не только на российский уровень, но и на международный уровень, чтобы также наши российские бренды были сегодня узнаваемы во всем мире. Поэтому мы сегодня призываем всех чеченских предпринимателей, бизнесменов активно участвовать в конкурсе, подавать свои заявки, так как это наше лицо, имидж и престиж. Будем всячески содействовать. В Грозном прошла встреча сотрудников Россельхознадзора с аграриями, где основной акцент был сделан на профилактике нарушений и разъяснении ключевых требований законодательства. Специалисты ведомства подробно обсудили с сельхозпроизводителями правила обращения с пестицидами и агрохимикатами, методы борьбы с карантинными сорняками, а также нормы земельного контроля. Кроме того, аграриям напомнили о порядке оформления документов, необходимых для реализации сельхозпродукции. Как отметил Асланбек Даудов, начальник профильного отдела Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора, подобные встречи позволяют не только повысить правовую грамотность фермеров, но и минимизировать риски нарушений. Повестка дня сегодняшних наших вопросов – это государственный мониторинг пшеницы, который мы проводим ежегодно в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Цель какая проведения мониторинга? Это определение потребительских свойств зерна пшеницы. Также у нас вопрос по борьбе с амброзией. Очень актуальный вопрос, потому что сама по себе амброзия полонолистная, как карантинный сорняк, представляет угрозу для здоровья людей. В Грозном возобновились занятия шейха Исама ат-Туниси по книге «Шарх Иляль ат-Тирмизи ибн Раджаба аль-Ханбали». На первый урок в мечети имени пророка Исы мир ему собрались кади, имамы и уважаемые религиозные деятели республики. В их числе и советники главы региона муфти Салах Хаджи Межиев и генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов. Занятия будут проводиться каждый четверг после ночного намаза Иша. Послушать лекции может любой желающий. دعنا ويبقى حلب المشغول علم بارا إذا خيرش من تعدوي تعيشتات أصيبنا دوجو خز حلقنا حلقش مد على مشبوقين بالعلم نعمو موبش حجر شو دحيوش علم دو حبو شحبنا يسنا مشبوق بيحتي شيخش أقل مشبوق بالخصا يرى خاصة مشبوق بيشبوق. Это были все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и до встречи.